что мы задействовали Главное управление по вопросам миграции. Узнать их, так сказать, точку зрения, что они предлагают. Ждем, Мадина, от них ответа. Это мне отвечает аппарат уполномоченный по правам человека Российской Федерации. Я тут же говорю, Татьяна Николаевна еще примет нас, этим занимается другой отдел, Мадина Хамзатовна, сейчас будем ждать результата, что ответит правительство. Потом, значит, звоню буквально позавчера. Я говорю, ну что, говорю, они мне, значит, отвечают, так, Мадина Хамзатовна, я не могу вас обрадовать, мне Насалов говорит. Я говорю, что, говорю, случилось, уже знаешь, вот думаю, что он хочет сказать. Но я вам хочу сказать, что правительство ответило, представьте себе, говорит, не своим ответом, а ответом Главное управление по вопросам миграции, тоже аналогичный ответ, который присылается вам. Вот этот ответ мы получили. Я говорю, и что теперь? А говорю, Татьяна Николаевна, как на это смотрит? Ну, Татьяна Николаевна реакция, она негативная, она тут же обратилась в правительство опять. Почему? Это отписку получила сама Москалькова. И даже не от Мутко, представляете, кому перепоручил Медведев, которого попросил Евкуров. Я вам говорю, как есть. Понимаете? Ну на сайте это написано. Написано. Я не знаю, просил, не просил, но он написал на своем сайте. Я обратился к Медведеву за 280 семей, сказал беженцев. Первый вопрос. Он даже по телевидению это говорил, кстати. Я лично смотрела. У него интервью брала вот эта Абадиева, Хава. И еще она сказала, он говорит, за 280 семей, правда, я сказал. И она тут же, я вот ее встречу, я ей скажу, Хава, вы же Грозненская. Она тут же, значит, говорит, ну, конечно, а то еще появятся желающие. Абадиева еще это добавила. По телевидению у нас показывали. Я была в шоке, как можно так говорить, какие желающие. Понимаете, я ей скажу лично это, Сунас Хавальгевич, вы что, Хава, какая, вы хотели угодить Евкурову, что ли, сидели? Вы тогда нас желающими не называете. Вы нас назовите как есть, пострадавшие, нуждающиеся, а не желающие. Вот. Потом, значит, что я хочу сказать. Вот этот вот Мутко, которому перепоручено от Медведева, он, значит, самой Москальковой не сам отвечает, а довольствуется тем, что Главное управление по вопросам миграции ей присылает ответ. Кириллову в этот период сняли руководителя. За что ее сняли, я не знаю. Что с этими украинскими беженцами что-то связано? Не знаю, из-за чего сняли. Но факт то, что вот так они себя ведут. И Москалькова, говорит, Татьяна Николаевна, говорит, она, говорит, возмущена, она, говорит, написала заново в правительство. А что это такое? Я вас спрашиваю о том, я говорю, а что, говорю, она спрашивает? Ну, она обратилась, говорит, я говорю, надеюсь, она спросила о том, что, какие меры будут приняты. Вот именно поэтому она спрашивает, какие меры они собираются принять, людей обустроить. Мне не надо писать то, что известно уже, что изменение в закон. Вот такая ситуация, я вот это ведь вам хотела сказать. Я говорю, ну, я надеюсь, что Татьяна Николаевна наш помощник, но передайте ей, сказала я так. Раз так себя ведут правительство Российской Федерации, мы уже это понимаем, абсолютное, значит, игнорирование нас. Нам ничего не остается, мы бездомные, что мы приедем к правительству, вот поставим палаточный городок и пригласим туда Татьяну Николаевну тоже. Надеемся на ее поддержку. Вот так ей и передайте. Вот что я сказала. От нашего лица. Как вы считаете, правильно я сказала или нет? Вот так я сказала. Надеемся на ее поддержку. Надеюсь, что она понимает, что наши требования законны. Вот что я сказала. Поэтому, вот, чтобы, как говорится, быть последовательным и логичным, я считаю, что действительно и по логике вещей, и по последовательности нам действительно стоит выехать в Москву. Я не агитирую никого, это я говорю свое личное мнение. Остальное решать нашему общественному объединению. Как вы считаете, кто хочет поехать, считаете ли вы нужно поехать. Но я говорю сейчас лично свое мнение. Я не имею права никого вас, так сказать, агитировать. Я всего лишь консолидирую вашу работу, как, кстати, как выбранная вами, но не для того, чтобы вам навязывать свое мнение. Поэтому давайте определяйтесь сами. Автобусы нас могут обеспечить? Автобус, вот этот вот Герихан нам всегда обещает автобус. Ну, бесплатно я имею в виду. Вот Потому что у нас там еще другие расходы будут. Мы питаться должны жить. Ну вот бесплатный, насчет бесплатной, я не знаю, какой такой олигарх, если найдется. Ну, сегодня 19 декабря 2019 года очередное собрание
вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, которую мы проводим. И, так сказать, на каждом своем собрании мы подводим итоги проведенной нами работы, к сожалению, не руководством и не их инициативой, а лично нашей инициативой гражданами, которые пострадали от военных действий. Мы получили очередной отказ, отписку, скажем так, с мэрии города Назрань на заданные вопросы по поводу построенных квартир, кому они выделяются, кто является собственниками, по какой программе они построены, сколько их осталось, будут ли они выданы вот нам, оставшимся бездомным вынужденным переселенцам, почему вот именно продление статуса необходимо для того, чтобы мы получили эти квартиры. Ни на один из поставленных вопросов, к сожалению, ответ не получен. Вот 17 января 2019 года получен очередной ответ от мэрии города Назрань на баланс, который передан городок юбилейный, построенный для вынужденных переселенцев. Вот, и нам, значит, рекомендует, обращайтесь в Министерство по делам национальности Республики Ингушетия по всем поставленным вопросам. Нас не беспокойте, отвечают они. Хотя вот эти дома переданы на их баланс. Теперь в Министерство по делам национальности мы, конечно, тоже уже не раз обращались, они нас, в свою очередь, послали в мэрию. В общем, вот в такой мы ситуации. На предыдущем собрании мы говорили, что все инстанции мы уже прошли не по одному разу, начиная и миграционные службы, и вплоть федеральных министерств и ведомств, и дошли до администрации президента и аппарата уполномоченного по правам человека, откуда пока, хотя уже прошло 4 с лишним месяца, мы официальных ответов не получили. Вот. В связи с этим на прошлом собрании нами было сказано, что мы, наверное, нам уже ничего не остается, как только выехать в действительности, чтобы нас вот натурально, наверное, все-таки увидели в аппарате правительства Российской Федерации, сколько людей бездомных, все, конечно, буквально не смогут выехать, но наши представители. Вот. И как-то этот вопрос действительно сдвинулся с места, а не занимались отписками и искусственным затягиванием решения этого вопроса. Сейчас мы собрались, чтобы еще раз, очередной раз высказать свое возмущение. И, пожалуйста, вот каждый из нас хочет выступить. Наши российские генералы в 1994 году нам дали 24 часа покинуть город. Мы сделали одну ошибку, что мы не поехали сразу в Москву и не сели у Кремля. Вот тогда бы мы были обеспечены. 24 года мы сидим бездомные вот в этой Ингушетии. Вот это, мне 72 года, когда я добьюсь? Я с 60-го года живу в Грозном. Мой дом занял чиновник, которого Кадыров потом вышвырнул, но связи у него, видимо, остались, и он никак мне не отдает мой дом. Я бездомная, а он, видишь ли, он живет в Москве и еще занял мой дом. Вот это я говорю. Нам надо, ошибка была у нас. Тимирханова Лидия Юнусовна, 47-й год. Вот я вам говорю, ошибку мы сделали, все беженцы из Грозного, что не сели у Кремля в Москве. Вот там нам надо было сесть в 1994 году, когда нам дали 24 часа. Вот это наша ошибка. Спасибо. 16 лет, вот я с детьми тоже. Уже 41 лет тоже в квартире живу. У меня муж пригородного района, 5 детей, я без мужа. В городке живу. Оттуда сейчас вышел, я на улице останусь. У меня ни жилья, ничего нету. Фамилия, имя, отчество? Я Измайлова Раиса Хасановна. Вы жили в городе Грозном? Нет, я с пригородного. Пригородного района. Ну, неважно, вы тоже вынужденная переселенка, да. Вы двойная вынужденная переселенка, я поняла. У меня ни дохода, ничего нету. У родителей тоже маленькая комната. Я даже в гости не могу поехать, посидеть час, посижу, все. У меня места нету нигде. Я в городке Чеченской опять живу. Хорошо, я согласен со всеми этими товарищами. Я постоянно жить там тоже не буду. Вот почему нам выдали вот эти, как это называют, книжки, вынужденные переселенцы? Нам же выдали же их. Да, да. Ну почему нет тогда земельного участка, ни квартиры, ни помощи, почему нам не выдали? никакого. Есть документ у нас на руках? Мы официально признаны. Да, мы признаны же официально Российской Федерации. Ну что это концерт? Когда это кончится? 24-25 год, как мы мучаемся. Так, я тоже хочу сказать. Моя фамилия Мальсагова Аза Якубовна. С 94 года
с 1994 года, то есть с первых дней военных действий в Чечне, я и моя семья находимся на учете миграционной службе Ингушетии. Ежегодно мы продлевали статусы до 2016 года, пока не запретили продление статуса. На что эта самая наша миграционная служба делает акцент? На то, что нам выдали компенсацию. Компенсацию, которая считается 123 тысячи рублей, моей семье выдали в 2002 году, когда уже невозможно было на эти деньги что-то купить. То есть это небольшая сумма денег. Почему считает наше правительство Москва и наше правительство Ингушетии эти деньги, что они могли бы скомпенсировать, и я могла приобрести жилье для всей своей семьи? За это время выросли мои дети, имеют свои семьи, живут отдельно. Мои дети сегодня бездомные. Почему? Почему так неравномерно распределялись деньги? Почему в Осетии выдавали деньги до полного жилищного строительства, они получили даже некоторых по 10 миллионов в рублях? Почему в Чечне выдавали по 300 тысяч, плюс по 50 за потерю имущества? И почему в Ингушетии всего 120 тысяч они давали на всю семью? Пусть там 10 человек, пусть там 2 человека. Причем за имущество давали всего по 4, а иногда и по 5 тысяч рублей. Что можно купить было на эти деньги? Почему наше правительство так относится к нам? Я считаю, это просто геноцид над ингушским народом. И нельзя так с народом обращаться. Почему нас вырождают? Я только могу считать, что нас просто вырождают. Нельзя так относиться. Мы живем в государстве, которое нас должно защищать, но мы этого не видим. Мы выживаем, и нас еще больше гнут, чтобы мы быстрее погибли. За это время, конечно, погибло много людей. Например, в моей семье 4 человек погибло. Отец, мать, ладно, они по старости, может быть, но они могли еще дольше жить. 2 брата, которые еще молодые были. Один от инфаркта, второй от инсульта. На каком основании? Почему они так погибли? Почему эти болезни могли привести к гибели? Только потому, что мы попали в такое положение тяжелое. Мы выживали и продолжаем выживать. Пожалуйста, обратите внимание на этот факт. Мы живые люди, такие же, как и вы, и хотим жить нормально. Вообще, по исламу, если человек имеет дом, имеет машину, но не имеет работу, нет никакой прибыли, он считается нищим. Какими же мы считаемся? У нас нет ни жилья, ни машины, ничего. Мы просто, многие из нас находятся на квартирах и платят на сегодняшний день по 12, по 15 тысяч рублей. То есть многие имеют только пенсию. Что можно с пенсии, а что на питание? У нас дети больны, у нас очень больное население. Каких только инфекций нет. У нас появились врожденные заболевания, которых раньше никогда не было. Это говорит о том, что идет вырождение нации. Нельзя так обращаться с народом. У меня все. Спасибо за внимание. Уважаемые беженцы, я считаю, что та ситуация, которая складывается в нашем регионе, не сложилась нигде, ни в одном регионе России. Потому что такого количества процентного отношения беженцев к населению региона, которое сложилось в нашей республике Ингушетии, не было нигде. Были такие службы, как миграционная служба, была такая служба, как Миннац потом. Но, к сожалению, эти чиновники, тепло просиживая в креслах, бездействуя, десятилетиями, ничего не решили для нас, для большого количества беженцев. Людей, которые были лишены не только материально, но и морально всего. Многие до сих пор не устроены. У многих перевернулось все. Все буквально. Потеряны близкие, потерянные дома. Мы стали жителями сел, городские жители. Так же? Факт же это. Сегодня где-то на обочине какого-то километра, непонятно, и возле речки или возле какого-то обрыва дают участочек и говорят, что разрешили вашу проблему. Да извините, пожалуйста, с чем это можно сравнить? Мою квартиру, которая стояла напротив 9-й горбольницы, или участок возле Ассы в селении Бердюрт.
Позвольте, что мне решила? И вот эта вот так называемая компенсация, она не раз обсуждалась уже и в федеральных структурах. Она не компенсация, и непонятно компенсация чего она. Конкретно не было указано. Это какой-то несовершенный, недоработанный закон. И сегодня манипулируют этим одним законом. Один закон следует за другим, не без участия нашей миграционной службы и Миннатса, потому что они способствуют этому. Когда заходишь к ним и говоришь, где вы обозначили, когда годами вы не решали проблемы двух семей, где вы, куда вы обращались, кому они? Мы обращались, но мы их не видим, вот эти вот обращения, эти документы, эти совещания. Недавно я была свидетелем, как показывают Лейлу Рабханову, как она отчаянно доказывает, что земли не ингушские, а чеченские. Вот бы мне хотелось ее в лице заместителя Миннатса, министра Миннатса, чтобы она вот так же отчаянно защищала права беженцев, которые оставили у многих до сих пор целые дома и квартиры. Мы зашли в нашу миграционную службу, и эту компенсацию мизерную нам дали только после того, как мы вручили им наши ордера и выписались до последнего ребенка, причем ребенка даже надо было выписывать с Грозного, только после этого дали эту компенсацию. И когда я, собственно, понимала несправедливость после дефолта, что мне дают компенсацию, которая буквально несколько год назад могла решить другие проблемы, а сегодня она у меня ничего, что это просто мусор, что это просто бумаги у меня в руках. Клянусь, я выехала поменять на доллары, я в Сунже или в Назране не нашла, кроме $300, чтобы просто не потерять эти деньги. Я хочу сказать, что это была не компенсация, это было не решение вопроса. Но, к сожалению, ни Миннатс, ни миграционная, кстати, к чему я это начал говорить, когда я стала возмущаться и отказываться отдавать ордер, они мне сказали, нет, вы не получите компенсацию, но вы получите зато индексацию. И вот, извините, вот с 1999 года я жду эту индексацию. Нет, потом поставили на очередь, и вы будете обустроены. Нас еще раз обманули. Мы стоим, ждем. Каждый год идем через суды, эти вот мучения, через которые все мы проходили. В итоге решились ничем. Мгновение какое-то, декабрь 2015 года, и решают судьбу всех нас под одну гребенку. Одновременно до декабря 2015 года такие же, как мы, с такими же проблемами, кто, как говорится, проскочил, тот получил. И все здорово, им хорошо, а вот мы сегодня должны молчать, нас должны гнобить. Но, мои хорошие, поверьте, почему мы привыкаем? Я вам сейчас скажу, когда я пришла в 1994 году, в декабре, в миграционную службу, сил не хватает. Так у миграционной службы не было даже бланка, чтобы дать мне удостоверение. И меня год с лишним приглашали, пока выписали. На меня одну и мужа, на детей не выписали. Они отвечали, вот что так нет вот. плана. Удостоверения Удостоверения достались только тем, кому уже за 40. А совершеннолетним их не выдавали. Настолько были беззащитны и беспомощны беженцы Чеченской Республики у себя, там, где каждый чиновник ингуш. И это после того, как мы, та нация, которая пережила столько несправедливости. Когда нас лишали земли справа, слева, когда нас ссылали, на памяти наших детей и нас только одни страдания, геноцид, война, беженцы. Каждый из нас перечувствовал это. Мы были и у родственников, и снимали квартиры, и знаем, в каких ужасных условиях мы существовали. Как много мы потеряли не от пуль, не от осколков,
а просто услышав даже, сколько мы потеряли близких, которые не смогли смириться и пережить то, что случилось с нами, с безвинными людьми. Сегодня наш долг всем одинаково встать, почувствовать это. Если не можешь сама, то привлеки сына, привлеки дочь, привлеки брата, привлеките кого хотите, родственника, может быть, кого-то ваша речь, ваша проблема заинтересует. И давайте не оставлять эти вопросы. Миннац и миграционную службу нужно привлечь к ответственности через суд. Это уже отдельным вопросом. Мы не сможем, конечно, одним документом разрешать все вопросы, но это перспектива. И геноцид в отношении нас продолжается по сей день, потому что не решается. Первым долгом не слышит наша собственная региональная структура, которая должна заниматься ни права человека, ни миграционная, ни Миннац, ни правительство, ни парламент, ни сама администрация президента. Абсолютно безинициативны. Казалось бы, какие проблемы у них более первостепенные? Какие? Хотелось бы мне услышать. Вы мне все ответите. Спасибо. Вот, давайте, Гирей, уже. В принципе, мы все должны высказаться, да. Сукиев Магомед Гирей, в прошлый раз я тоже брал слово, выступал. Я сейчас буду краток, но я скажу очень важную вещь. Дело в том, что на сегодняшний день то там, то сям, по всей планете возникают гибридные войны, возникают пожары военные. Начало 20 века, с конца прошлого века, начало 21 века отмечены такими горячими точками. Но я бы хотел сказать об особенной войне. Эта война идет, эта война беспрецедентна. Наверное, вообще в истории человечества. Она занимает сегодня 1/6 часть суши в отдельно взятой стране. Очень богатой стране, очень сильной стране. В нашей родной матушке России идет война, необъявленная война, где с одной стороны целая армия, технически очень хорошо вооруженный, богатый, откормленный до поросячьего визга. Это армия чиновников и разобщенные многочисленные отдельные формирования народа, которые пытаются, единственное, что они пытаются сделать, это как-то выжить вот этим сильнейшим артобстрелом нашей бюрократии, наших чиновников. И самая, наверное, горячая точка накала в этой войне чиновников против собственного народа, скорее всего, является по всем параметрам, если смотреть, это Ингушетия. И последние события, которые чередуются беспрерывно с начала осени по сей день, то у народа, не спрося, отторгают 1/10 часть территории, келейно, без обсуждения с народом, который как бы, я подчеркиваю, является, согласно основам закона Российской Федерации, Конституции России, является как бы хозяином, основным субъектом, так сказать, права, согласно Конституции, право на эту самую землю, на недра ее, на все как бы материальные ценности этого государства, как бы основным хозяином является народ. Несмотря на это, этот народ сегодня в одних регионах копается в мусорных контейнерах, чтобы добыть предприятия. В других местах через массовые средства массовой информации объявляются сборы копеек для того, чтобы сделать операцию тому или иному несчастному ребенку, младенцу. В нашем регионе здесь вот это все признаки собрались воедино. Здесь есть все. И несчастные дети, которые нуждаются в лечении, а медицина у нас, сами знаете, здесь
наладан дышит, просто одно только название. Что... Да. Безработица тотальная, хищение, воровство, коррупция, это тоже давно уже стало притчей во языцах. Все это прекрасно народ видит. И не надо пудрить ему мозги, пользуясь своими средствами телеканалов там, и так далее, и так далее. Народ видит своими глазами. Лично я уже наше официальное телевидение местное не смотрю уже много месяцев. Вот, потому что оттуда нет ни капли правды. Ни вот этот беспрецедентный, так сказать, беспрецедентную продажу собственной территории нашими чиновниками. Не поднимался этот вопрос в СМИ, естественно, они обошли молчанием. Не наши эти проблемы и так далее. Словно они вообще не то, что не ингуши, не представители нашей нации, словно они вообще даже не представляют нашу планету. Они какие-то не гуманоиды, а они рептилоиды, эти чиновники. Они живут своими кастами, своим оторванным от общества мирком, своими заботами. Брюхо и злато. Деньги и желудок. Мягкие кресла под свои чересла, дорогие иномарки, виллы и так далее. Но живите, если вы можете заработать это честным потом, живите как хотите, мы вам не завидуем. Мы верующие люди. А согласно нашей вере есть такой хадис нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Имущество мусульманина есть его кровь. Это кровь наша. В Грозном была моя квартира, было мое жилье. Я ничего не прошу у власти, ничего абсолютно. Я прошу вернуть мне то, что взорвали. Чтобы уничтожить это жилье мое. Там нашелся снаряд у России. Нашлась авиабомба для того, чтобы этот пятиэтажный многоквартирный дом, где жили, кстати, люди разных национальностей, в том числе и русские, этот дом был разрушен. Я здесь работал в Ингушетии в то время, создавая правоохранительные структуры. Работал как офицер. Поэтому я не оказался в этот момент авианалета, я не знаю, что там был, артобстрел. В этот момент я оказался здесь, в Ингушетии. Я проходил здесь службу в офицерской должности. И вот сегодня мне отказывают в этом. Кто отказывает? Человек, который палец о палец не ударил ни для своего народа, ни для своей республики, ни в целом для всей своей страны. Эти люди сегодня заправляют. Я обращаюсь к представителям верховной власти Российской Федерации. Положите этому конец, этой войне чиновников против собственного народа. Ну пора же это, наконец-то, это безобразие уже остановить, эту криминальную революцию остановить. Эти бесконечное мыторство людей остановить уже пора, наконец-то. Есть же закон, который позволяет это сделать. Почему не пользуются этим законом? Почему всячески ищут какие-то проволочки, какие-то подзаконы, добавляют туда? Вот наше собственное правительство Республики Ингушетия умудрилось усложнить нам жизнь тем, что там они выпустили? Постановление, да? Да, 180. 180-е постановление, согласно которому наше родное правительство здесь, Ингушское, сочла необходимым, так сказать, ставить нам палки в колеса. Все, у меня, я не знаю, добавить-то, собственно, к этому, потому что народ говорит, больше нечего. Рассказывайте, все это сегодня собрали. Я Хампаева Мака, 6 лет уже питаемся по квартирам замужем, я за чеченцем. Во время войны они переехали сюда, но им не было предоставлена помощь. Мы 6 лет уже обращаемся. Представьтесь, фамилия, имя, отчество. Погромче скажите. Я Хампаева Мака Алаудиновна. Живу на съемной квартире по адресу Базоркина 44, квартира 30. У меня дети, которых я не могу отдать в садик, потому что везде у нас просят деньги. Куда не пойдешь? Я много раз обращалась за помощью, но никто мне не помог. Говорят, родственники есть из бедных семей. Мама моя инвалид 2-й группы, брат болен туберкулезом. Они живут в аварийном щитовом домике.
Куда бы ни обращалась, везде игнорируют. Просила помощь хотя бы ради детей, потому что когда не отдаешь за квартплату, выселяют. Людям не интересно, у тебя есть они, у тебя их нету. А с нашей зарплаты муж зарабатывает, работает, и все уходит на квартплату. Когда не бывает возможности, нас выставляют с детьми. Им все равно, что у тебя есть, нет. У нас нет ни земельного участка, нет ни крыши над головой. Куда бы ни обращалась, везде говорят, обратись к Кадырову. Ты замужем за чеченцем. Обращалась, сколько раз писала, ездила в Грозный. Но нигде ничего не делают, не помогают. Я очень прошу, если есть такая возможность, протяните руку помощи не только мне, а нуждающимся людям. Ведь это все временно. Никто не знает, что его ждет завтра. Просто очень прошу, протяните руку помощи нуждающимся людям. Очень много таких. Помогите нам. Помогите нам. Откройте глаза, увидьте, где есть действительно нуждающие. Не дарите там машины, квартиры певицам русским, которые приезжают к нам, которых по ресторанам развозят. Нельзя же так. Верните нам то, что вы у нас забрали просто. Окажите вот нам то, что нам принадлежит. Верните. Кто еще? Давайте, говорите. Представьтесь. Заурова Ася меня зовут. Я пришла вместо своей сестры Заурова Имани. У нее ребенок инвалид. Инвалид, она не может прийти. Она не может прийти. Она лично обращалась к своему Егору. Пошла на прием. Я знаю ее, да, у нее. На тот момент у нее был продлен статус. Она состояла в 24-м списке Минаца на получение жилья. Как льготница. На тот момент ей это сказали. Я много раз туда ходила, смотрела эти списки. Выдавали тогда в конце февраля 2017 года жилье всем. Сказали подойти 28 февраля 2017 года. Мы подходим на тот момент, и нам говорят, вас убрали из льготного списка, вас вернули назад обратно. На 300 какая-то она очередь. Когда уже выдавать надо было. Когда она обратилась к президенту Евкурову, лично сама она, с ребенком на руках, с больным инвалидным ребенком, он ей сказал, где твой муж, где твои родственники мужа, где твои родственники Зауровы. Он даже не сказал элементарно, дай Аллах ему здоровье этому ребенку. Таких, как вы, у меня много. Я вам помочь ничем не могу. Ждите своей очереди. После этого статус, когда пришлось продлевать, ей его не продлили, этот статус. До сих пор она по судам бегает. В судах везде отвечают, нам президент издал указ не продлевать статус. Беженцам не продлевать статус. Даже Верховный суд, когда мы обращаемся за помощью, как нам обратиться к ним, как написать заявление, сколько нужно заплатить, элементарно. Мы где-нибудь попросим, сам, везде, у кого-нибудь все соберем. Нам президент издал указ не продлевать. Да. Даже Верховный суд это ответил. Это просто нонсенс вообще. Это глава республики президент. Он не наш глава, оказывается. Он ихний подставной. Его прислали специально против народа, а не за народ. Абсолютно. Вы его не выбрали, вы его не парламент. Кто еще Если хочет можно, сказать? Говорите, пусть помогут. Я не знаю, почему постоянно наша нация должна, наш народ должен как нищий выпрашивать. Я, например, вышла с Грозного 11 декабря 1994 года. 11 детей со мной было. Мы с мужем были. Ничего у нас в руках не было, я все там оставила. Домовладение у меня там осталось. Имущество мое все осталось. У меня 8 учеников только было, остальные были, самые младшие 4 года было. Почему я как нищая женщина должна выпрашивать свое у этого государства? У нас в этом государстве ни одного закона, не работает ни один закон. Если бы работал бы, в течение 5 лет нам отдали бы эти деньги, благоустроили бы нас. Мой муж 50 с лишним лет проработал в культуре.
и умер в 2006 году, он взывал к Всевышнему, говорил, не дай Бог, говорит, если я умру, и меня вынесут, говорит, с чужого дома. Так его и вынесли с этого дома. Мы не думали, что мы по чужим домам будем скитаться. Сколько можно об этом говорить? Сын у меня погиб здесь в автоаварии, муж у меня здесь. И до этих пор, вот сейчас я живу, это 8-я моя квартира. Сколько над нами можно издеваться? 92-й год, 44-м году я там родилась, в Казахстане. Там у меня умер отец, дядя мой, который всю войну прошел. Брат мой и сестра, и я от 3 братьев одна осталась. Уже слов нету, я даже не знаю, Представьтесь, на каком языке об этом говорю. Фамилия, имя, отчество, представьтесь. Хамхоева Раиса Саварбековна. Золотова Мадина Хамзатовна, руководитель общественного объединения вынужденных переселенцев, одна из членов инициативной группы, которые уже не раз выезжали в Москву, обращались во все органы власти, начиная с региональных, заканчивая федеральными. Вот. Ну, сейчас вот очередное собрание, мы решили еще раз на видео его заснять и показать, что это не просто эмоции, это факты, которые, в принципе, лучше нас знают наше руководство, я думаю, конечно же, но почему-то показательно игнорируют. Но, однако, мы не будем останавливаться, мы будем работать и будем говорить об этом, потому что мы верим в разум, мы верим в то, что есть разумные люди, есть порядочные руководители, до которых мы все-таки надеемся достучаться, а в принципе мы считаем, что как эталон порядочности и справедливости должен в первую очередь наш глава государства, то есть президент Владимир Владимирович Путин. Вот, и вот это последняя инстанция, до которой мы дошли уже, вот, пройдя все эти инстанции. И вот надеемся, очень надеемся, что он нас все-таки увидит, услышит. Но если кто-то мешает в этом, мы, обсуждая на своих собраниях, пришли к выводу, что нам стоит привлечь внимание. И пусть Владимир Владимирович простит нас за это. Мы поставлены в такие обстоятельства, что нам придется обращаться не просто через средства массовой информации, а даже через международную общественность, даже через руководство определенных стран. Мы же обсуждали это, да? И вот я вас прошу вас сегодня проголосовать, ведь мы принимаем решение все в общем на собрании. Согласны ли вы, как вот мы обсуждали, как было озвучено предложение, обращение к Владимиру Владимировичу Путину сделать через руководство, пусть постсоветского пространства руководства, через руководство каких-то ближайших стран, которые все-таки, он у нас политик, который очень успешно на международном уровне ведет политику, очень грамотный, очень известный, которого любят и прислушиваются. И он действительно занят внешней политикой, мы это прекрасно понимаем. У нас такое предположение, что внутренняя политика, у него просто, он живой человек, у него не доходят руки, но те, которые должны исполнять грамотно и правильно эту внутреннюю политику, видимо, они пользуются тем, что Владимир Владимирович очень занят. Поэтому, чтобы все-таки до него дошло, наверное, как вот мы решили, стоит действительно обратиться извне к нему. Вот давайте, это очень серьезный вопрос. В какой-то степени мы, и это лицо нашей страны, и нам очень больно, что нам приходится так именно обращаться к нашему президенту. Как вы считаете? Лично для меня это очень больно. Для меня тоже. Я горжусь своим президентом, и я бы хотела, чтобы у него были такие чиновники на местах, вот в частности в лице вот нашего этих руководства, которые не скрывали бы от него информацию, которые бы доносили бы до него в правильном виде ее, чтобы он знал, чтобы он мог ориентироваться и решать вопросы и внутренние так же успешно, как и внешние. Правильно? Вы так считаете? Для меня это очень больно. Я очень уважаю своего президента и горжусь им. Поэтому, но сейчас мы поставлены в такие обстоятельства, 24 года, это очень большой срок. Мы лишились своего жилья в результате военных действий, его успешно заняли, то, которое целое в Чечне. Как вот правильно сейчас заметила вынужденная переселенка Асма, да? Ну, вы знаете, мне тоже бывает очень обидно. Я тоже с уважением отношусь и к Кадырову Рамзану Ахмадовичу, он активно работает для своего населения. Но мне обидно, и я считаю, это тоже неправомерно с его стороны, что он считает, что он должен решать вопросы только людей чеченской национальности.
я вижу в этом какую-то не какую-то, а дискриминацию. Ведь мы жили в городе Грозном. Мы жители города Грозного, которые лишены своего жилья, которое целое успешно занято чиновниками. Вот наше лично занял высокопоставленный чиновник Джабраилов Таус Динхаевич, бывший, правда, председатель Госсовета Чечни. Вот не хочет он, чтобы мы вернулись в свой дом. Это кровь и пот, как вот сказал Махмад Гири, Буслуп Адла, я скажу вот для Рамзана Ахмадовича, Буслуп Адла это наша кровь и пот, да, это моих родителей и мой тоже. Я родилась в этом доме. Я сегодня не могу вернуться в свой дом. Так почему же успешные лидеры, они должны понимать, сохранилось жилье, так вернись в свой дом. Почему мне в этом запрещают? Правильно? Я говорю про тех, у кого целое, среди нас много таких, которые мне отдают. Те, у которых разрушено, почему им не восстанавливают? Они же жили в городе Грозном. Вот, Асма, вы правильно заметили. И вот девушка тоже. Дают артистам такие хорошие гонорары за их выступления, за то, что они приезжают в Чечню. Конечно, популярность их растет. Но простите, но для меня лично это как пир во время чумы. Вы понимаете? Вот как пир во время чумы. Когда рядом горе, когда люди рядом плачут, да, но я не знаю, как у них поворачиваются эти руки, отдавать им эти гонорары. Могли бы эти артисты, в конце концов, благотворительностью бесплатно заняться. Пропеть эти песни для людей, да, поддержать их духом и, в конце концов, сделать какие-то отчисления для бедных людей. Правильно? Ну, мы знаем, да, как говорится, и детям у нас смс-ками собирают, к сожалению, на лечение денег. Не знаю, почему это происходит, но все это происходит. Вот. Я считаю, что это не по государственному решению вопроса, правильно? Потому что это уже, как и правильно, между прочим, в свое время Владимир Владимирович Путин сказал, тема обустройства граждан, пострадавших от военных действий, от стихийных бедствий или других, это политическая проблема, политический вопрос. Почему? Я так поняла. Потому что когда люди социально не защищены, не обустроены, не реализованы их права, они возмущаются. А там, где возмущение, вот как в семье, да, там нет порядка, правильно? Да. Там нет уверенности, веры в государство, веры в закон, веры в его действия. Это действительно и это и внешней политики может коснуться. А мы этого не хотим. Мы хотим мира, мы хотим спокойно жить, и мы требуем закона. А закон и государство обязаны возместить и вернуть то, что у нас отобрали. Эти обязательства, если они считают иначе, мы это сказали последний раз в администрации президента, ответьте нам конкретно. Мы вам ничего не должны и не собираемся давать. Ответьте нам конкретно, скажите да или нет. Вот просто хотя бы 2 словами. Но пока ответа мы не получили. Но уже прошло почти 5 месяцев. Вот поэтому мы решили на прошлом собрании, что нам стоит обратиться извне, чтобы дошло до нашего главы государства это. Вот, ребята, уважаемые вынужденные переселенцы, давайте проголосуем. Кто за, чтобы мы вот послали такие обращения на имя нашего президента, но через какие-то внешние республики, страны, в конце концов, с которыми он на одной ноге, с которыми он общается, с которыми ему чаще приходится общаться. И мы надеемся, они как тоже, я не знаю, гуманные люди отреагируют на это. Поднимите, пожалуйста, руки. Значит, мы в протокол нашего собрания заносим этот вопрос, правильно? Все, с одним вопросом определились. Так, теперь второй вопрос. У нас был второй вопрос по поводу выезда в Москву правительству Российской Федерации, поскольку, как вот мы узнали сейчас, аппарата уполномоченного нам сообщили, что обращение нашего главы, которое он озвучил на сайте, что он обратился к председателю правительства Медведеву, отписано председателем правительства заместителю правительства Российской Федерации Мутко. Татьяна Николаевна Москалькова, аппарат уполномоченного Российской Федерации, обратилась к господину Мутко с вопросом, я не знаю, как там у них там это расписано, во всяком случае нам ответили, дать ответ, что предпринимается в отношении вынужденных переселенцев, которые до сих пор жилищно не обустроены. Вот, буквально вот вчера у меня был разговор с руководителем отдела, который мне ответил, Надсаловым, который ответил, что мы получили промежуточный ответ, и то не от правительства Российской Федерации,
от Главного управления по вопросам миграции, куда Мутко перенаправил запрос Татьяны Николаевны Москальковой. Вот понимаете, как вы видите, получается, что и там на самом верху да, происходит вот просто вот так вот хождение по кругу, да, вот всех обращений. Даже такого высокопоставленного чиновника, как уполномоченный по правам человека Татьяны Николаевны Москальковой, многоуважаемого человека. Я лично ее очень уважаю за ее деятельность, за то, что все-таки у нас есть такой деятель государственный, но ничего не видно. Поэтому вот тогда, вот как мы решили, да, вот выехать все-таки к правительству, да, очередной раз, уже вот коллективно, вот кого вот мы посылаем, мы определимся, кто, значит, за это, проголосуйте, пожалуйста, за то, чтобы выехать в правительство, давайте, чтобы мы могли занести протокол собрания. Так, кто голосует, кто за, кто, как говорится, кто против, чтобы вы знали, да. Да, пожалуйста, что еще у нас? Я бы хотел еще вот добавить. Мы были свидетелями, как не далее, чем вчера, это в интернет-ресурсах было показано, представители нашего народа, старейшины, передали в аппарат президента России 50 тысяч собранных подписей, так сказать, ну, по фактам ущемления прав ингушей и по части этих незаконных соглашений по поводу земли республиканской нашей. Вот. И я бы хотел обратиться ко всем общественным силам ингушской национальности, ну, Республики Ингушетии, в том числе к Совету тейпов ингушей, к созданному и уже работающему во благо своего народа Всемирному конгрессу ингушской национальности, ко всем общественным силам, объединениям, чтобы они нас поддержали, чтобы они свои программы рабочие в качестве приоритетного внесли вопрос о страданиях и о возмещении ущерба и о справедливых требованиях беженцев ингушской национальности, откуда бы они ни были, или из Грозного, или из пригородного района. Вот, убедительная просьба ко всем, кто неравнодушен, потому что здесь в зале сидят люди, те же самые члены этих тейпов, это тоже лица ингушской национальности. Убедительная просьба, уважаемые лидеры нации на сегодняшний день, сплотившие этот народ вокруг вот этих чрезвычайных проблем, произошедших совсем недавно. И вот этот вопрос наш ЖВ-3000 вопрос, чтобы они тоже включили в качестве приоритетного в своей программы. Давайте проголосуем, кто за то, чтобы вот обратиться к другим общественным объединениям, широким фронтом, российским и международным. Да, в том числе. В том числе. Кто за? Да, тоже вносим протокол собрания. Проголосовали, вот мы 3 вопроса, да? Очень хорошо. Ну, я думаю, что, в принципе, сегодня собрание, как и всегда, оно у нас бывает еще более многочисленное, да. Вот, да. Теперь, значит, я бы хотела еще раз, как бы резюмируя от вас, да, сказать еще раз руководителям региональным. В первую очередь Юнусбеку Балагиреевичу Евкурову, я озвучиваю ваши, так сказать, слова, которые не раз слышу, и, конечно же, Рамзану Ахмадовичу Кадырову. Почему? И Кадырову, я считаю, даже к нему нужно было в первую очередь. Когда вот мы были в администрации президента Республики Российской Федерации, в администрации президента Российской Федерации нас спросили, а что говорит по этому вопросу, какая точка зрения у Кадырова Рамзана, я добавляю Ахмадовича, хотя было сказано у Кадырова Рамзана, какая точка зрения по этому поводу Рамзана Ахмадовича. Я ответила, я не могу знать, какая точка зрения у него по этому вопросу, и беженцы точно так же ответили. Единственное, нам кажется странным, мы вообще-то жители города Грозного. У нас у всех было жилье, у нас были работы, у нас были близкие, которые погибли. Мы и страдавшиеся, измученные, больные, лишенные работы, нормального образа жизни,
бывшие граждане республики Чечено-Ингушетии, Чеченской республики, на тот период она была Ичкерия, жители города Грозного. Фактически наше жилье там, и восстанавливать его должны были, вот как я понимаю, естественно, Чеченская республика. Я не знаю, почему сегодня это не происходит. Не знаю, что на этот вопрос вам ответить, вы обратитесь сами к Рамзану Ахмадовичу. Вот позавчера буквально мы услышали, что представителей своих прислал Рамзан Ахмадович, и вот тут у нас оказался какой-то там городок тоже вынужденных переселенцев стихийных. Мы услышали, мы очень обрадовались, думаем, вот наше последнее видеообращение дошло до Рамзана Ахмадовича, он прислал своих представителей, наверное, так оно и есть, да? Он отреагировал. И что отвечает? Вот, пожалуйста, среди нас тут эта женщина присутствует с этого городка. Я оттуда. Ты, и вот еще тут была, где эта женщина, которая мне говорила? Они тоже жили в этом Вы городке. тоже, да, в этом городке жили? Ну, они вот так вот, как вот ответили, что приезжали представители. Ну, они по чеченцам прошли. Да, ну вот видите, нам ответили, что они только с чеченскими семьями поговорили. 5 семей, как у нас мне в списке ответили, тоже я не утверждаю. Магаз в нашем списке. Так вам сказали, да? Ну вот, что вот, значит, эти семьи мы обустроим, а семьи ингушской национальности там должен решать Евкуров. Да. Ну, вы знаете, я не знаю, как это по государственному или это по национальному признаку. Дискриминация по национальному По какому пятый это раз признаку это обращаюсь. происходит, мне непонятно. Может быть, это личная инициатива Рамзана Ахмадовича из своих каких-то средств, из своего какого-то фонда обустроить этих 5 семей. Это тоже мы не можем знать. Может быть и такое. Но там сказали, большинство, как будто всех квартиры есть и дома. Просто живут ради, да, просто живут ради, ну, что работают здесь, помогают. В вашем городке, да? Да, но там есть семьи, которые нет ни жилья, ни земельного участка, ни дохода. Ну, мы это Без не можем мужа, знать, вот да. Что это, как это финансово, кем Нам это не заходили, не обеспечивается, или спросили, не лично спрашивали. Рамзаном Ахмадовичем, или лично или его фондом, который он там создал, или это государственные средства. Мы не утверждаем, мы не знаем. К Того, нам чего не знаем, заходили, не не говорим. снимали. Конечно, мы очень рады, что эти 5 семей тоже будут обустроены. Это прекрасно. Да, конечно. Да. Так должно быть. Все равно. Но почему должны другие страдать? Это уже вопрос к нам, у нас, к федеральному центру. Если у Рамзана Ахмадовича нет этих средств, так федеральный центр обязан выделить ему, чтобы он мог обустроить все семьи, которые жили в городе Грозном, у которых разрушено жилье. Тоже непонятно, да, вот почему такое происходит. Поэтому все эти вопросы, конечно же, наверное, должны коснуться только федерального центра. Не без привлечения местных наших региональных руководителей. Поэтому давайте так, мы сегодня проголосовали, мы сегодня собрание провели, в протоколе все это, значит, у нас отражается. Сейчас вот мы соберем очередной раз подписи под обращение, правильно? Как всегда. Вот, запротоколируем, вы подпишетесь, ну и разойдемся. Следующее, собрание мы объявим, когда будет. У вас что-то вы еще хотите сказать? Нет, подписи. А подписи сейчас будем собирать.